Здравствуйте. На телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о ключевых событиях. Образовательная дипломатия. Я считаю, что очень плодотворно поработали. Огромные слова благодарности главе Республики Башкортостан. Министры просвещения России и Кыргызстана дали высокую оценку Башкортостану как кузница педагогических кадров. Какие задачи регион выполняет в контексте международной повестки? Обсуждали профессиональные компетенции новых педагогов. Спрос большой. Как привлечь сильных педагогов? Подлатать или отлить заново. Мы понимали, что в плохом состоянии, но он гораздо хуже, чем мы понимали, что мы предполагали. Вовремя его сняли. Иначе бы мы его точно потеряли, рассыпался на куски. Власти совместно с общественниками и специалистами решают, каким способом пройдет реставрация памятника Салавату Юлаеву. Ключевая задача – продлить монументу жизнь не на годы, а на века. Этот памятник является самой большой конной скульптурой в Европе, которая стоит на 3 опорах. Масштабы действительно впечатляют, находясь здесь. Только одно копыто боевого коня Салавата Юлаева в диаметре составляет почти 1 метр. Как правильно копить деньги и не попасть в долговую яму? Если даже половина ваших доходов уходит на погашение кредитов, это высокая долговая нагрузка, и с ней надо разбираться. Почти 100 тысяч жителей республики признают себя неплатежеспособными по кредитам. Вот только банкротство не решение проблемы. Самый тяжелый период это был, когда коллекторы названивали, написывали родственникам, написывали друзьям. В Башкортостане отметили праздник весны и труда. Ключевое торжественное мероприятие уже традиционно прошло в башкирской столице возле стела Уфа, город трудовой доблести. Ради Хабиров изложил цветы к монументу, который стал данью памяти трудовому подвигу жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны. Помимо Уфы, статус города трудовой доблести также имеет и Ишимбай. Ради Хабиров также ознакомился с развитием общественного пространства у Стелы. Здесь, в частности, установили советский грузовой паровоз Л-3589, который до 1947 года носил официальное название «Победа». В планах проектировщиков сделать паровоз интерактивным, чтобы жители могли побывать в кабине машиниста и сделать памятные фотографии. Арт-объект стал частью музея под открытым небом наравне с другими экспонатами. Например, нефтекачалкой, корабельными якорями, полуторкой ГАЗ, а также авиационным двигателем для самолетов штурмовиков Су-25. С 1980 года их выпускали на площадке нынешнего ОДК МПО. Как отметил Ради Хабиров, благоустройство общественного пространства продолжается. В планах установка макетов самолета Як-3 и кораблей, а также монтаж и освещение и подсветки арт-объектов. Мы должны говорить, что самое главное и самое ценное, что может человек сделать, это трудиться на благо своей страны, на благо своей семьи. Поэтому в этом смысл. И плюс, конечно, молодое поколение этого не знает, но мы-то еще ностальгируем, потому что мы, постарше поколение, 1 мая, все утром вставали, собирались, шли в долгую на майские демонстрации, мы молодые были. Весело было, гармония играла, что-то мы кричалки какие-то делали, флаги несли, транспаранты. Неделя остается до одного из главных праздников страны – Дня Победы. На неделе в Уфе прошел первый в этом году парад у Дома ветерана. В шествии приняли участие расчеты военнослужащих и воспитанников кадетских, юнармейских и шеймратовских классов, росгвардейцы и корпус морской пехоты. Всего более 300 человек. Это дань памяти и уважения 97-летнему Исааку Ароновичу Рубину, чья юность пришлась на самые суровые годы в истории страны. Война пришла, когда ему, ученику Уфимской музыкальной школы, было 13. Спустя 2 года началась служба в военном оркестре. Юный скрипач и пианист поднимал дух тех, кто возвращался с фронта с ранениями и провожал бойцов, отправляющихся защищать отчизну. Будучи ребенком, ни на шаг не отставал от взрослых товарищей. День Победы встретил в Уфе. Это праздник был неимоверный. Целовались, встречали эшелоны демобилизованных, которые проходили через Уфимский
вокзал. Женщины встречали своих сыновей, отцов, дедов. 9 мая на канале БСТ уже традиционно состоится телемарафон под названием «От победы к победе». С самого утра зрители ждут прямые включения с мест праздничных мероприятий, интервью с ветеранами и не только. Команда башкирского спутникового телевидения покажет, как отмечают День Победы в разных уголках нашего региона. Будет прямая трансляция шествия в Уфе, а также мы покажем московский парад Победы. В этом году у нас будут так же, как и в прошлых годах, прямые включения со всех знаковых точек. Это Советская площадь, Парк Победы, Горсовет, районы и города республики, зона СВО. Прозвучат самые наши любимые песни, будут интересные сюжеты и гости. Как всегда будет душевно, как всегда будет мило и как всегда будет интересно для всех. Башкортостан готовит учителей русского языка для Кыргызстана. Опорным вузом стал Башкирский педуниверситет. На его базе прошел практикум работников системы образования двух стран. Мероприятие состоялось при участии министров просвещения России и Кыргызстана, которые высоко оценили компетенции региона в подготовке кадров для отрасли. На площадке БКПУ обсудили вопрос развития совместных школ, а также продвижения русского языка за рубежом. Обо всем подробнее в материале Артура Шамсудинова. Деловая программа символично началась с церемонии возложения цветов к памятнику Мифтахиддина Акмуллы. Просветитель, поэт, мыслитель. Он одинаково почитаем как в России, так и в Кыргызстане. Глава Башкортостана, а также министры двух стран почтили память великого деятеля. После чего прошлись по технопарку БГПУ имени Акмуллы, где готовят современные педагогические кадры. В структуре, которая была создана в университете, у нас есть возможность работать как региональная площадка по подготовке кадров и переподготовке. В частности, мы сейчас активно сотрудничаем с нашими коллегами с ИРО-РБ, ЦНППМ. Университет внедряет дополнительные образовательные программы. Здесь, например, будущих учителей обучают навыкам управления беспилотниками, а в соседней лаборатории – оказанию первой помощи. Пожалуй, одно из самых эффектных помещений технопарка – это, естественно, научная лаборатория. Здесь готовят будущих учителей химии, биологии, геологии и физики. На столах очень много оборудования для проведения наглядных экспериментов, ведь, как здесь говорят, будущий педагог – это не просто учитель, но и ученый и исследователь в одном лице. Школьник, он может посмотреть лекции любого известного профессора, но бесценный опыт научных исследований он может получить только от активного ученого, исследователя и педагога. Но главное, что произвело впечатление на гостей, это открытый в стенах Башкирского педуниверситета Центр киргизской культуры и просвещения. Здесь изучаются традиции и проводятся занятия на родном языке, который, впрочем, во многом схож с башкирским. Прямо сейчас в БГПУ учатся 200 граждан Кыргызстана. Они вернутся домой уже готовыми учителями. Здесь очень много возможностей в плане учебной деятельности и других деятельностях, спортивных, общественных, культурно-творческих, также и проектных деятельностях. И именно в этом центре обсудили проект по внедрению лучших практик российского образования в Кыргызской республике. БГПУ реализует его с 2021 года по заданию Минпросвещения России. За это время составлены учебные планы для совместных школ. Созданы и успешно работают 4 центра открытого образования по обучению русскому языку. Выпускница БГПУ Азалия Алимгафарова работает в одном из них, в городе Ош. Мое знакомство с Кыргызстаном началось со стажировки. Я приехала как студент, который хотел получить практический опыт в работе с детьми. После завершения стажировки мне предоставилась возможность остаться здесь, жить и работать как учитель. Я работаю сейчас учителем биологии в школе номер 3 имени Михаила Васильевича Ломоносова. Ключевая тема совещания – строительство совместных российско-киргизских школ. БГПУ – опорный гуманитарный вуз по продвижению русского языка в тюркоязычных странах ШОС. И не случайно рекомендации Акмуллинского университета были учтены при подписании межправительственного соглашения об условиях создания и функционирования совместных общеобразовательных организаций в Кыргызстане. Обсудили ход строительства 9 школ российско-кыргызских, которые строятся по поручению наших президентов. И 3 школы уже первые откроют свои двери в сентябре 2027 года. Я считаю, что очень плодотворно поработали. Огромные слова благодарности главе Республики Башкортостан Радик Фаридовичу вам за организацию этого мероприятия.
Министр просвещения страны передал коллеге из Кыргызстана сертификат на получение новых учебников по русскому языку. Это тоже часть образовательной дипломатии, в которой не последняя роль у Башкортостана. Две республики связывают общие корни, духовно-нравственные ценности и совместные гуманитарные проекты. Ради Хабиров отметил, что Киргизская республика уверенно входит в десятку ключевых партнеров Башкортостана. У нас не чужой, я говорю, регион. Это для нас братский регион. Мы очень там с полслова друг друга понимаем. У нас общая история совершенно точно. Каждого, если там погладить башкира, можно найти Киргизию и наоборот. Поэтому, конечно, будем сотрудничать. И я всегда говорю, что вот с Кыргызстаном, с государствами, с Узбекистаном, Казахстаном, Беларусью у нас очень плотное сотрудничество. И сегодня мы обсуждали профессиональные компетенции новых педагогов. Спрос большой. Как привлечь сильных педагогов? Именно они работали в школе. Пусть крепчает наше сотрудничество через образование. Именно учителя являются агентами перемен. На несколько дней Башкортостан стал площадкой для обмена опытом и передовыми практиками в образовательной сфере. Здесь работали руководители школ из кыргызских областей, а также национальных республик России. Все в один голос отмечают технологичность системы башкирского образования. В студенческом кампусе мы увидели, как дети от 10 лет, совершенно еще маленькие, научились программировать, научились своими руками создавать матрицы, научились управлять беспилотниками. Да. Чувствуется, что технологии мирового уровня внедряются в учебный воспитательный процесс во всех уровнях системы образования Башкирии. У республики большой опыт развития полилингвального образования, полезный для международных проектов России. Хорошие меры поддержки учителей, которые Сергей Кравцов пообещал взять на вооружение на федеральном уровне. Визит министров в Уфу показал, Башкортостан давно стал не просто образовательным центром России, но и важным мостом в подготовке кадров для стран Центральной Азии. Тысячи киргизских школьников уже сегодня учатся по российским стандартам, а сотни студентов в стенах Акмолинского университета. Это и есть реальное сотрудничество. Следующая подобная встреча состоится уже на территории Кыргызстана. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. Уфа. Батыру тоже нужен отдых. После большого интервью главы Башкортостана о катастрофическом состоянии главного символа республики члены наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву провели совещание в цехе, где проводятся работы. Общественники смогли оценить состояние скульптуры после того, как специалисты сняли все слои краски и своими глазами увидели дефекты памятника. Их уже набралось более 1000, при том, что реставраторы обследовали чуть больше половины скульптуры. К истории прикоснулся наш корреспондент Азат Садриев. Что самое страшное могло произойти буквально-то в течение года, может быть, даже меньше, эта трещина могла за счет нагрузки оторвать голову скульптуры непосредственно на месте. То есть могла катастрофа случиться. Во время первичного осмотра еще на постаменте состояние памятника Салавату Юлаеву уже вызывало тревогу. Однако после демонтажа и перевозки скульптуры в специальный цех, снятия слоев краски, реставраторы признали положение дел катастрофическим. Больше всего опасений у специалистов вызвала фигура коня, на шее которого от ветровой нагрузки, осадков и коррозии образовалась большая трещина. Об этом они доложили главе республики. Мы понимали, что в плохом состоянии. Но он гораздо хуже, чем мы понимали, что мы предполагали. Я еще раз говорю, что вот Бог нас спас, и Всевышний нас направил, что мы вовремя его сняли. Иначе мы его точно потеряли, рассыпался на куски. Этот памятник является самой большой конной скульптурой в Европе, которая стоит на 3 опорах. Масштабы действительно впечатляют, находясь здесь. Только одно копыто боевого коня Салавата Юлаева в диаметре составляет почти 1 метр. Реставрацией занимается профессиональная команда, которая уже имела опыт работы с аналогичными объектами на федеральном уровне. Но даже для них этот проект является одним из самых сложных. Вот если вы уже посмотрите, часть дефектов уже отмечена, и мы видим качество отливки самой первоначальной. Также уже пошли волосяные трещины, заметные очень сильно. То есть очень уже металл не выдержит. То есть эту данную деталь придется отливать полностью. Процентов 60-70 будет отливаться по-новому, то есть из нового металла. То есть, я говорю еще раз, это не дает гарантии, то, что металл оставшихся деталей сохранит свою устойчивость
к нагрузкам ветряным и погодным условиям. Реставраторы перед началом основных работ продолжают обследование памятника. Исследовав чуть больше половины, они уже обнаружили более 1200 дефектов. Все они оцифрованы и внесены в электронную ведомость. Слой краски сняли, мы сразу увидели, что у нас деструкция шовного материала произошла, плюс расхождение швов, и на месте потери лакокрасочного покрытия у нас очаги коррозии. Вот такие вот моменты. Плюс утеря элементов, кое-каких отверстия сквозные также у нас присутствуют. Тоже есть трещины, идут трещины по литьевому дефекту. Памятник национальному герою Башкортостана является символом республики, и его судьба волнует миллионы людей. Чтобы процесс реставрации был открытым и жители региона могли знать о проделанных работах, был создан наблюдательный совет из числа общественников. Свое очередное заседание они провели в выездном формате у самой скульптуры. Мы говорили буквально меньше года назад, когда памятник демонтировали, что памятник в катастрофическом состоянии. Но в действительности это даже не описывает того, что мы увидели сегодня. Это и повреждение, и усталость металла. Это, чтобы в чугуне образовалась дырка, только время, ветер и погодные условия. Невозможно даже не заплакать, потому что, когда мы видели всегда этот символ силы, мощи, и сейчас в таком состоянии чугуны. Более того, абсолютно удивило, что разные части монументальной скульптуры из разного качества металла. Несущая конструкция внутри памятника, она, по сути, независимо от внешней оболочки. То есть она не выполняет, мало того, что она повреждена, она, по сути, не снимает в полном объеме нагрузку с внешней оболочки. Допустим, отсутствует несущая конструкция в головной части коня. А мы видим, что это достаточно массивная часть скульптуры. Да? И, по сути, получается вес плюс ветровые нагрузки, плюс атмосферное воздействие давит, в том числе на голову коня, и она держит саму себя. В не менее плачевном состоянии находится и сама фигура Салавата Юлаева. Местами она проржавела насквозь. Реставраторы зафиксировали серьезные структурные повреждения. По словам специалистов, чугун, из которого отлита скульптура, изначально содержал высокую долю шлака, а многолетнее воздействие атмосферных факторов лишь усугубило ситуацию. Члены наблюдательного совета убедились в этом лично. После завершения дефектовки всего многотонного памятника совместно с реставраторами будет принято решение о том, каким образом будет продолжена дальнейшая работа. Для нас этот памятник значим, это символ, он узнаваем. Все знают, как Медный всадник – это Петербург, Ленинград, как, скажем, Мать Родина – это Волгоград, это не всегда такие узнаваемые памятники. В данном случае Тавасиев сделал для нас, конечно, выдающуюся монументальную фигуру, которая достойна и с точки зрения скульптуры большого уважения и восприятия. Это выдающийся скульптурный проект, да, и архитектуры, размещения на этой площадке. Поэтому для нашей республики Салават Юлаев – это наш человек. Следы износа, выветривания и образовавшиеся трещины, как говорят специалисты, они угрожали и целостности конструкции, и облику памятника, каким мы его видели. И, наверное, сейчас такой ветер стоит, и дальше у нас такая погода. Наверное, оставлять так было нельзя. И сейчас, потихоньку, аккуратно, все в достойный вид приводить. Лучше всего в скульптуре сохранилась голова Салавата Юлаева. По словам экспертов, здесь применялся чугун самого лучшего качества, но даже несмотря на это, спустя десятилетия эксперты обнаружили на этом фрагменте десятки дефектов. На данный момент специалисты уверены в одном. После завершения реставрации исторического памятника в нем будут заменены до 70% деталей. Сколько лет выдержат остальные 30% старого чугуна, когда скульптуры вернут на постамент, где он вновь будет подвержен ветровой нагрузке и осадкам, самый сложный вопрос. Поэтому рассматривается и второй вариант. Какой вариант возможный? Отливается новый памятник. Один в один такой же памятник из бронзы. Соответственно, и устанавливается на прежнем месте. Возникает вопрос, что с этим памятником? Это памятник, объект культурного наследия. Он тоже собирается, и он тоже сохраняется. Но учитывая эти особенности, и что он уже будет более подвержен любому ветровому, любому климатическому, любому температурному режиму,
его есть такая форма, что он собирается и в каком-то месте, соответственно, устанавливается в Уфе и закрывается каким-то красивым стеклянным колпаком, чтобы люди могли приходить и прямо рядом его видеть. И таких историй в мировой практике немало. Самая известная – реконструкция площади на холме Кампидолии в Риме. Бронзовая статуя императора Марка Аврелия была изготовлена в 175 году нашей эры. Имела позолоту, но в результате неоднократных реставрационных работ с свинцом и другими материалами пришла в удручающее состояние. Институт реставрации и консервации в Риме принял взвешенное решение. Это научный институт, крупнейший авторитет в области реставрации. Было принято решение о создании бронзовой копии. Они сделали точнейшую лазерную копию, которая, так сказать, сегодня находится, начиная с 1997 года, находится на месте исторического памятника. Сам памятник перенесен в Капитолийские музеи. Там для него в 2007 году, для оригинального артефакта, создана экседра. Это такой большой полукруглый зал, в который она полностью хорошо помещается, позволяет на низком постаменте осмотреть ее во всех деталях не снизу, а уже вот прямо буквально впритык. Изначально предполагалась бронза, но в силу экономических причин заменили на чугун. А как он выдержит все температурные природные катаклизмы, никто не предполагал. Замена материала была вынужденной мерой, а отказ означал, что памятника могло бы и не быть вовсе. Пошли на риск, вот и последствия отчасти смелого эксперимента. Выход? Дождемся заключительной экспертизы. Но пока выход такой – вернуться к изначальной задумке Тавасиева о бронзовом памятнике, отлить 1 к 1 и установить его, несмотря ни на что, весной 2027-го. В любом случае, главный символ Башкортостана вновь вернется на свое историческое место, будет встречать жителей и гостей Уфы, приезжающих на поезде. Площадь вокруг постамента благоустроят и сделают еще комфортнее, чем раньше. А сколько в итоге у нас окажется памятников Салавату Юлаеву и его боевому коню, решат эксперты-реставраторы и члены наблюдательного совета вместе с общественностью. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Туризм как точка экономического роста Башкортостана. На неделе в Уфе обсуждали вопрос развития отрасли с участием экспертов, а также депутатов Государственной Думы на федеральном форуме «Туризм. Бизнес. Будущее». Участники встречи высоко оценивают потенциал для привлечения в республику путешественников не только со всей страны, но и еще большего числа гостей из-за рубежа. Они говорили о необходимости активного развития автомобильного туризма с целью, чтобы Башкортостан стал первым в России субъектом, который сможет реализовать поручение главы государства и масштабировать опыт на всю страну. Тему продолжит Даниил Байков. В 1,5 часах езды от Уфы расположен крупнейший в России источник питьевой воды «Красный ключ». Популярную среди гостей достопримечательность увидели депутаты Госдумы в рамках федерального форума. О данной локации, как и о пещере Шульганташ, горе Иремель, геопарках Янгантау и Таратау знают многие. И важно продолжать продвигать эти места за пределами региона. И таких фактов в Башкортостане, их очень большое множество. Они связаны как с культурной частью, так и с национальной частью, с промышленной частью, с современностями, со всеми возможными. Поэтому, на мой взгляд, моя задача, это все-таки таким сторонним взглядом увидеть эти вещи и подсказать. Именно для этой цели в республику прибыли представители партии «Новые люди», а конкретно руководители профильных комитетов Госдумы Сангаджи Тарбаев и Александр Демин. На встрече с главой фракции Алексеем Нечаевым Ради Хабиров подчеркнул, туризм – одно из важных направлений экономического развития. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы была хорошая туристическая инфраструктура, чтобы люди приезжали не только, соответственно, могли на день, на два, у нас сплавной турист такой есть, но чтобы могли в хороших отелях остановиться, чтобы были хорошие туристические услуги, чтобы были хорошие дороги, хороший придорожный сервис. В республике действует программа развития придорожного сервиса. Это и предоставление земли без торгов, помощь при создании инфраструктуры. Туризм – это не только гости, но и новые рабочие места, проекты, увеличение числа предпринимателей, уверен Алексей Нечаев. И кроме туризма это все-таки шире смотреть, потому что ведь любой регион – это еще и местные промыслы. Это то, что раньше называлось ремесла, но сейчас это такие уже современные технологические ремесла. И надо их поддерживать, потому что вот это вот разнообразие
И, как говорится, предметно-технологическое множество, оно рождает сильную страну и рождает развитие. Почти 2 миллиона человек в 2025 году посетили Башкортостан. По этому показателю регион в лидерах в Приволжье. Объем платных услуг в сфере туризма – 24 миллиарда рублей. Главная сейчас задача, мне кажется, это продвижение нашего туристического потенциала. Ну и, конечно, работа над сервисом, потому что клиенты, туристы становятся очень требовательны с каждым разом. И, конечно, надо планку в качестве сервиса постоянно повышать. Туроператоры и вовсе говорят о необходимости громко заявлять о себе. При этом не гнаться за количеством приезжающих гостей, а работать над качеством услуг. Потому что один довольный турист, он приведет к тебе еще 50 человек. Но нет вот этого коннекта, который бы наш внутренний потенциал транслировал за пределы республики. Его, то есть, недостаточно. Поэтому вот именно этот фактор нам нужно усиливать. Власти поэтапно решают проблемы с инфраструктурой и кадровым голодом. В прошлом году запустили специализированную академию туризма и гостеприимства. Благодаря мерам поддержки, мы смогли запустить наш глэмпинг. Благодаря этому мы все-таки реализовали, закончили проект. Мы построили веревочный парк. Мы запустили подогреваемые бассейны. Построили в дополнение тогда к глэмпингам еще 18 полноценных домов, что позволяет нам на сегодняшний день принимать в целом в комплексе до 100 человек одномоментно. Но стоит большой веревочный парк на 24 трассы. Это грант, который мы получили от Республики Башкортостан. У Башкортостана появится еще больше возможностей, если в республике усилит развитие автомобильного туризма, считают федеральные эксперты. То направление, в котором он будет пилотным и в котором есть большая перспектива для развития. Это разнообразие разных природных ландшафтов и такая интересная этнокультурная составляющая. То есть вот такое разнообразие, и это уникальная особенность, уникальная возможность для Башкортостана для того, чтобы этот хороший туристический продукт развивать. Поэтому на встрече предложили создать глобального туристического оператора. Организация поможет решать проблемы, которые есть в отрасли, и привлекать еще больше туристов. Поднимались вопросы внедрения искусственного интеллекта. Через некоторое время очень сильно все изменится. У каждого будет свой агент, который будет бронировать места, отвечать за путешествия по Южно-Уральскую тропу. Сказал, что у нас сейчас самая цифровизованная тропа в России. И о том, как мы будем ее подключать к искусственному интеллекту. В регионе более 700 различных маршрутов. Не только обычные горные, но и речные. Призывает развивать и сплавной туризм. Диалог между бизнесом и властью, особенно в условиях современных экономических вызовов, необходим. Ведь отдыхать дома куда приятнее и безопаснее, чем за рубежом. Главное, чтобы стоимость туров была доступной для большинства. Даниил Байков, итоги недели. За последние 10 лет почти 100 тысяч жителей республики подали заявление о банкротстве. Такие данные приводит региональное управление Росреестра. Причина – невозможность справиться с долговыми обязательствами. Зачастую проблемы возникают из-за неверного расчета трат и распределения своего бюджета, говорят специалисты. Мой коллега Эмиль Басарей пообщался с экспертами и выяснил, почему должникам не стоит бегать от банка, какие есть инструменты в решении вопроса и как оградить себя от импульсивных расходов. Подробности далее. Сначала у меня была одна кредитка, потом мне другой банк предложил открыть еще одну кредитку, а так как на тот момент, пока с этой кредиткой я довольно успешно справлялась, там была сумма буквально 10 тысяч рублей, я решила, а почему бы и нет. Сначала траты были маленькие, потом побольше. В какой-то момент нужна была приличная сумма и на лечение. Эльза вспоминает, что не заметила, как деньги с обеих карт ушли. Пришлось брать потребкредиты и обращаться в микрофинансовые организации. Вместе с процентами вырос и долг до 1 миллиона рублей. Тогда я получала очень небольшие деньги, наверное, порядка 25 тысяч. Вот. А сумма долга была 90, то есть сумма платежей была 90 тысяч, ну и, соответственно, очевидно, что мне приходилось влезать в еще большие долги, чтобы все это оплачивать, где-то у друзей занимать. В итоге каждое утро девушка начинала с поиска денег на погашение долгов. И так на протяжении 5 лет в постоянном стрессе. Ну, самый тяжелый период это был, когда коллекторы названивали, написывали родственникам, написывали друзьям. Пришлось расстаться со своим имуществом. Вот, у меня был небольшой домик, пришлось его продать, а остальную часть я уже погашала своими силами.
Некоторые должники выбирают путь банкротства. За последние 10 лет в Башкортостане почти 100 тысяч человек подали заявление на признание себя неплатежеспособными. Данные приводит региональный Росреестр, опираясь на информацию арбитражного суда. При этом эксперты отмечают, банкротство – сложная процедура, нет гарантий, что долги просто спишут. При этом информация размещается публично, а банковские счета и карты передаются управляющему. В период процедуры банкротства гражданин выдается ему только прожиточный минимум. Все имущество гражданина реализуется за исключением единственного жилья и предметов обихода. К нам достаточно большое количество обращений поступает граждан о том, что им обещали оставить имущество, но в процедуре банкротства финансовый управляющий реализует эти активы. Здесь, конечно, речь идет в первую очередь про залоговое жилье или вторые квартиры, предметы роскоши, транспорт. Так что спешить с банкротством точно не стоит. Лучше попытаться найти другие варианты. Эксперты рекомендуют при возникновении трудностей не бегать от банка. Можно сделать реструктуризацию или взять кредитные каникулы. Между тем, ЦБ ведет борьбу с закредитованностью населения. Введены ограничения для банков и микрофинансовых организаций на выдачу рискованных кредитов, когда у клиента высокая долговая нагрузка. Буквально с апреля этого года действует такое правило, вернее норма закона, когда ваша предельная переплата по кредиту или займу не может составлять больше, чем 100% от суммы долга. До этого это было 130%. И вот эти новый лимит, он действует для новых кредитов и займов, которые выданы сроком до 1 года. Теперь любая покупка в рассрочку на сумму от 50 тысяч рублей также попадает в кредитную историю заемщика. В зоне риска любители интернет-покупок. Даже появился новый вид зависимости от маркетплейсов. Психолог Полина Осипова говорит, что среди ее клиентов люди с такими проблемами. Ежедневные траты онлайн, долги, а далее банкротство. Покупки же лежат в углу без дела. Когда человек находится в состоянии тревоги, ему хочется вернуть в свою жизнь ощущение контроля. И когда он совершает покупку, он возвращает себе это чувство: ага, я выбрал, я контролирую ситуацию. Когда рука тянется к телефону с приложением, важно вдохнуть, выдохнуть. Альтернатива – это, допустим, новый источник дофамина. Это встреча с друзьями, это, допустим, что-то вкусненькое даже съесть, да, как замещение. Это может быть спорт, это может быть зарядка. К тратам и накоплению нужно подходить обдуманно. Этому обучают жители региона специалисты финцентра. Они выезжают в города и проводят семинары и лекции по финансовой грамотности, дают инструменты для борьбы с мошенниками и рассказывают, как копить деньги и не стать заложником кредитов. Все строится на математике. Ваши кредиты и долги не должны превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. И если даже половина ваших доходов уходит на погашение кредитов, это высокая долговая нагрузка, и с ней надо разбираться. То есть стараться либо маленькие долги быстрее закрыть, либо где-то перезанять, либо, то есть перезанять у родственников, например, без процентов, да, и постараться быстрее рассчитаться с организацией, в которой вы платите проценты. Специалисты рекомендуют вести список всех трат за месяц и отмечать время их совершения, чтобы понять, в какой момент суток чаще всего идут импульсивные покупки. К слову, в арсенале Финцентра множество образовательных роликов в соцсетях, которые помогут совершенствовать финансовую грамотность. Подходите разумно к тому, что вы берете в кредит. Если это смена одного телефона на другой телефон, давайте будем честны, без этого можно прожить. Если это квартира, потому что у вас нет своего жилья и вы снимаете, да, можно сопоставить ипотечные платежи, например, и платежи по аренде. Может быть, квартиру имеет смысл, они не дешевеют. В любом случае, эксперты советуют стараться копить деньги. Это создает подушку безопасности и воспитывает дисциплину. Способов и технологий собирать кубышку предостаточно. Ведь лучше распоряжаться своими деньгами, чем платить штрафные проценты за пользование чужими. Эмиль Басареев, Азат Ишбулатов, Булат Закирьянов и Вахид Халимов. Итоги недели. В Башкортостане будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. На неделе в Уфе обсудили эту тему. В мозговом штурме приняли участие глава Башкортостана Ради Хабиров, эксперты агентства стратегических инициатив, молодежные организации, общественные и научные деятели. Во время сессии было отмечено, что демографические показатели региона ниже среднероссийских, но у республики есть задел, чтобы улучшить ситуацию. Тему продолжит Динар Таймасханова. Дима кандидат в мастера спорта по гребле, а Андрей тоже входил в юношескую сборную. Вот у него
такие награды. Такая полка с кубками и медалями есть в каждой комнате этой квартиры. Это не просто награды, а фундамент воспитания 5 детей Самойловых. Мастера спорта, призеры российских и международных соревнований. Младшие тянутся за старшими и стремятся к победам. По сути, это семья и есть команда мечты, которая занимает пьедесталы за счет поддержки друг друга. Дети как-то нам ощущение счастья дарят. И не то, чтобы у нас цели были, да? Нам просто это как бы было действительно по душе. Вот. И нас некоторые спрашивают, а для чего? Все же сейчас считают, для чего-то. Как будто нам что-то за это будет. Да, у нас не такой вопрос, да? Мы почти 30 лет супругой живем, и у нас постоянно маленькие дети дома. Представляете, какое счастье. И хотя Наталья и Александр Самойловы стали большой семьей не ради наград, государство все равно оценило их труд. Указом президента они удостоены медали ордена «Родительская слава». Дети мотивируют, говорят старшие Самойловы, и становятся топливом развития. Маленького, допустим, в секцию, там, в футбол еще вожу его тоже, чтобы он координированный был. И там молодые родители, там 20-25 лет, и я привожу, и я с ними как бы наравне, здравствуйте, все. Я уже им в отцы гожусь, а я, в общем, я чувствую еще себя молодым, я это хочу сказать, да. Семья Самойловых радует, а вот демографическая ситуация в республике, как, впрочем, и в стране, не очень. С 2015 года рождаемость не растет. Чтобы переломить тренд, нужна не разовая команда, а интеллектуальная работа. Этот вопрос обсуждали на сессии правительства Башкортостана и Агентства стратегических инициатив. Эта история не из разряда вот такое управленческое решение приняли и все полетело, побежало. Нет, конечно. Это работа в долгую, и эта работа такая достаточно интеллектуальная должна быть. Значит, но эта работа состоит из 2, наверное, половинок, каждый из которых имеет огромное значение. Первая половина успеха – стабильная экономика, безопасность и социальная инфраструктура. Это база. Вторая – особый фокус на многодетных, как на локомотивах. Внимание к молодым семьям. Студенческие семьи, которые точно требуют какой-то особой заботы. И, собственно, раньше на них всегда смотрели как, есть и есть, там они студенты сами как хотят. Есть связанное с формированием, таким дальнейшим развитием всего, что связано в медицине с родовспоможением, то есть сопровождение беременности, рождения и так далее. Там достаточно много сделано, но надо дальше налаживать процессы. Поэтому такая большая интеллектуальная работа предстоит. Помогать будет Агентство стратегических инициатив. Директор дивизиона Григорий Сайфуллин, к слову, отец 6 детей, привез в Уфу 300 предложений, где 85% не про деньги, а про ценности. Он отметил, что негативная динамика показателей характерна для многих стран мира. Это связано с урбанизацией, изменением моделей поведения и установок населения. Для республики сегодня, Башкортостан, один из ключевых факторов – это группы женщин и семей 30-39 лет. Их сегодня большинство в республике. Как правило, там уже родились 2 и более детей. И мы видим сегодня, что нам необходимо настроить текущую сферу поддержки не только меры, но в целом и окружение, социальные практики, условия предоставления разных услуг, чтобы каждая семья, чем больше детей, тем больше возможностей приобретала. Это первый наш фактор работы. В итоге будет сформирован пакет предложений по улучшению демографической политики. У Башкортостана есть большой потенциал развития комплексной поддержки семей с детьми, отмечают эксперты. Тут важно понимать, что только межведомственное взаимодействие даст какой-то конкретный результат. То есть и система здравоохранения, и система образования, молодежной политики, и социальная семейная политика, вместе объединившись и придерживаясь единой ценности сохранения многодетной семьи и стимулирования рождения ребенка, может прийти к хорошему общему результату. Высокая рождаемость – это не только про медицину, но и про наличие хороших парков, школ и детских садов. В республике внимание инфраструктуре уделяется пристальное, и такие условия создаются, будь то для семьи, где один ребенок, или для целой команды, как у Самойловых. Динара Таймасханова, Азат Садреев. Итоги недели. И в огонь, и в воду. 30 апреля свой профессиональный праздник отметили пожарные России. Глава Башкортостана поздравил личный состав подразделений с Днем пожарной охраны и по традиции вручил ключи от новой специализированной техники.
Также Ради Хабиров поблагодарил огнеборцев за мужество. Ежегодно они спасают от гибели тысячи жителей республики. С теми, кто ценит чужие жизни больше своей, встретился наш корреспондент Азат Садриев. Рабочая смена старшего инструктора пожарного специализированной пожарно-спасательной части Артура Вильданова начинается с проверки оборудования. Любая мелочь или недочет в критический момент может стоить жизни как самим спасателям, так и тем, кому они спешат на помощь. Впервые боевку заслуженный спасатель Башкортостана надел больше 20 лет назад, а стать пожарным мечтал с самого детства. Учился в школе недалеко от нас, так скажем, через здание была пожарная часть. Я его смотрел, как там, уже на тот момент я еще был ребенком. Взрослые дяди выезжали, проезжали потом все грязные в копоти. Мы там бегали с классом. Они там все нам рассказывали. Мечта осуществилась. За время службы Артур Вильданов тушил самые сложные возгорания, которые до сих пор у всех на слуху. Ландшафтные пожары в башкирском Зауралье, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального масштаба в Курганской области. В памяти остался и один из самых страшных пожаров в Башкортостане, когда на артиллерийском складе в военной части возле села Урман Иглинского района взрывались снаряды. Выездов без риска для жизни у Артура и его коллег не бывает. В какой-то степени согласен, она опасна, но если соблюдать все правила и, так сказать, работать с головой, холодным разумом, то можно все преодолеть, и таких вот сложностей нету. Начальник пожарной части села Тубинский Баймакского района лично натирает до блеска новенький Урал. Машина универсальная, говорит Айнур Казакбаев. Может принимать участие как в тушении возгораний, в том числе в лесной и горной местности, так и спасать людей при ДТП. Проходимость и оборудование позволяет. Необходимость была, так как у нас с 2015 года автомобиль был. Сейчас обновили. Особенность этого автомобиля в том, что полный привод автомобиля, более уже усовершенствовано современное пожарно-техническое вооружение. Новые машины получили и другие пожарные части республики. В общей сложности Ради Хабиров вручил ключи от 25 единиц пожарно-спасательной техники. А сами огнеборцы, проявившие профессионализм и мужество при спасении людей, были отмечены государственными наградами и благодарностями от имени главы Башкортостана. Это очень героическая профессия, и вы сами героические люди. Как правило, первыми приходите на помощь людям, спасаете при тяжелых чрезвычайных ситуациях, при пожарах. Вот если взять только статистику, каждый год вы на пожарах спасаете практически более 1000 людей. И более 1000 людей каждый год вам обязаны своим спасением. За это огромное спасибо. И вот мы сегодня по доброй традиции вручаем опять нашим подразделениям боевую технику. В Башкортостане на реализацию стратегии развития пожарно-спасательных сил направлено уже более 2 миллиардов рублей. Построено 6 зданий пожарных депо, создано 8 пожарных подразделений. Приобретено 70 единиц спецтехники, пожарно-спасательный вертолет К-32. Добровольным пожарным дружинам передано почти 300 единиц прицепной и основной пожарной техники. Самая главная техника, которая у нас освобождается у профессиональных пожарных, мы ее передаем в подразделение добровольной пожарной охраны, потому что очень важно в удаленных сельских населенных пунктах это оперативность реагирования. Поэтому мы эту задачу решаем в комплексе. Всего уже у нас, если брать для добровольных пожарных команд, более 240 пожарных прицепов передано. За счет республики приобретено более 60 единиц основной пожарной техники. Полноприводные пожарные машины будут нести боевое дежурство в отдаленных районах, выезжая на экстренные вызовы в труднодоступные населенные пункты. Также специализированные бочки с мотопомпами объемом до 4 кубометров воды получили главы сельских поселений. Они передадут их добровольным пожарным командам. Мы пользовались, конечно, своей техникой. Трактор у нас есть, и телегу мы оснастили емкостями, 3 куба тоже. Но сейчас у нас уже настоящая пожарная техника будет иметься. Гараж есть. Будем пользоваться. Надеюсь, что рукава всегда будут сухими. Первыми водителей пожарных машин с обновлением автопарка поздравили дальнобойщики. Торжественная церемония совпала с отправкой 177-го республиканского гуманитарного конвоя на Донбасс. Ради Хабиров поблагодарил шоферов за их самоотверженность и также отметил государственными наградами. У многих за плечами не только сотни тысяч пройденных километров дорог, но и боевой опыт участия в СВО. Батальон Шаймуратова – это первый наш башкирский штурмовой батальон, который собирали в 22 году.
Мы первый состав, кто пошел туда. 22-24 год. Я имел честь служить в батальоне Шаймуратова. В 24 году был комиссован после ранения. И сейчас продолжаю свой путь на благо Родины, на благо Победы. Вот провожу гум-конвой нашим пацанам. Среди пожарных Башкортостана тоже немало добровольцев, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Поэтому в фурах коробки и от их коллег-огнеборцев. Впереди у 177-го республиканского гум-конвоя почти 2000 километров пути. Преодолев это расстояние, дальнобойщики привезут на Донбасс не только помощь, собранную жителями Башкортостана, но и личные посылки, которые родные военнослужащих передали своим защитникам. Азат Садреев, Флорида Мигранова, Артур Ханов и Азат Ишбулатов. Итоги недели. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Важнейшая тема не просто недели, а последнего времени – дальнейшая судьба памятника Салавату Юлаеву. Для всех нас это не просто скульптура и объект культурного наследия, а сакральный национальный символ. Еще немного, и мы могли просто его потерять. Как признался сам Ради Хабиров, непростое решение о реставрации было принято вовремя. Масштаб и глубина коррозийного бедствия стали очевидны в цехе реставрации. Наш Салават был не просто в плохом, а в предсмертном состоянии. Оказалось, что крупнейшая конная статуя Европы держалась последние годы больше на одном честном башкирском слове. Во многом потому, что 60 лет назад в силу советской экономии памятник исполнили не в бронзе, как первоначально планировалось, а в чугуне. И теперь он весь в дырах и ранах от снарядов времени, которые бьют точно и без жалости. Сегодня мы стоим перед судьбоносным выбором, сделать который Ради Хабиров в своем специальном выступлении на БСТ на минувшей неделе пригласил экспертов, специалистов, общественников и в конечном итоге весь народ Башкортостана. Выбрать надо из двух вариантов. Первый вариант – это реставрация как есть из чугуна, но на 70% его придется отливать заново. Останется старый чугун, который весь в отверстиях и лопнул практически везде. И сколько времени он протянет на морозе и ветру, одному Богу известно. Может, лет через 20 опять придется его реставрировать. Второй вариант – отлить один в один новый памятник из бронзы. Макет и форма есть. Бронза – это уже на века, для правнуков. А старый добрый монумент, как объект культурного наследия, предлагается сохранить под стеклянным колпаком в другом месте Уфы, чтобы все желающие могли посмотреть на него вблизи, как в музее. Такой вот своеобразный мавзолей для исторического чугунного Салавата Юлаева. Выбор непростой, но его надо сделать. Ведь в ответе перед потомками за этот выбор не только нынешнее руководство республики, а все мы. Вообще для Радия Хабирова спасение памятника Салавату Юлаеву очень личная история. Она где-то в одном ряду с возведением мемориала генерала Шаймуратова на Советской площади или завершением мечети Ар-Рахим. Это то, что останется после тебя в памяти людской, куда не зарастет народная тропа. Это то, что и делает лидера народа настоящим. До свидания, дорогие друзья. Майские праздники – это маленькая жизнь, садово-огородная. Честно говоря, для большинства из нас сад не просто 6 соток с картошкой, помидорами и клубникой, а земля обетованная, личная продовольственная программа и, если хотите, национальная идея. Между нами в Башкирии только официально 500 тысяч – это 500 000 садоводов, членов СНТ. Целая армия, которая сажает, выращивает, собирает урожай. А республика помогает им чем может – грантами, дорогами и водой со светом. Вот теперь точно до свидания. С вами был Руслан Шарафудинов и рубрика «Между нами». Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.